В эфире новости. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главном. Для контроля за ситуацией с пожарами в Верхоянский район вылетел глава республики. Самолет в Бурятии совершил аварийную посадку. Есть пострадавшие и раненые. Профессор Московского медицинского института провел в Якутске сложнейшую операцию, которую в режиме онлайн мог наблюдать весь мир. На землях иных категорий действует 10 природных пожаров на общей площади 285 тысяч гектаров. Из них локализовано 6 площадью 174,5 тысячи. Сейчас ведется проверка 4 из них. С землями лесного фонда ситуация немного лучше. Действует 3 пожара на площади 93,5 гектара. В тушении их задействовано более 170 человек и почти 40 единиц техники. Днем в Верхоянский район вылетел глава республики. В ходе облета территории он осмотрит Табалахский наслег, где бушуют пожары, после чего проведет заседание комиссии по ЧС. В Бурятии 2 пилота погибли при аварийной посадке Ан-24. 7 человек получили ранения. Как передает пресс-служба администрации Республики Бурятия, цитата: «В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет. Пассажиры живы, спасены 42 взрослых и 1 ребенок. 7 человек получили ранения, 2 пилота погибли. После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета. В настоящее время на месте происшествия работают расчеты пожарной службы. Сегодня утром из Улан-Удэ в Нижнеангарск вылетел самолет Ан-24 пассажирский в 9:30 утра авиакомпании «Ангара». При подходе к Нижнеангарску над Байкалом в 10 часов 12 минут пилот сообщил диспетчеру об отказе одного из двигателей. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 100 метров и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, пожар тушили 5 расчетов. В настоящее время глава Бурятии держит на контроле ситуацию с авиапроисшествием в аэропорту Нижнеангарска и поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим. Значит, в общем в самолете находилось 47 человек, из них 43 пассажира. Среди них 2 детей 17 лет и 13 лет. В результате авиапроисшествия погибли 2 пилотов, командир и техник. На данный момент медикам обратилось 19 человек, 3 госпитализированы, из них 2 детей госпитализированы. У одного из детей черепно-мозговая травма, у другого перелом ушибы. Также госпитализирована женщина, перелом плечевого сустава. На данный момент работают все пострадавшие находятся в центральной больнице Нижнеангарска. Там сейчас работают 2 хирурга, врач-анестезиолог и 2 бригады врачебно-сестринской помощи. На настоящий момент в аэропорту Нижнеангарска еще дежурят 2 бригады скорой медицинской помощи. К другим темам. Взаимодействие между уровнями власти и эффективность использования бюджетных средств обсудят участники 18-го собрания членов Союза муниципальных контрольно-счетных органов. Всероссийская конференция официально стартовала сегодня в столице региона. Она завершится 29 июня. В конференции принимают участие делегаты из 13 субъектов страны. Это Тюменская, Владимирская, Ульяновская области, Камчатский, Ставропольский край, Республика Татарстан, город Москва и другие. Сейчас первичная цель, поставленная нашим правительством, президентом Российской Федерации, чтобы мы с вами жили лучше, чтобы мы были достойнее, чтобы у нас было в домах добро, тепло, сытно и уютно. И мы для того, чтобы деньги пошли правильно, для того, чтобы, к сожалению, не всегда они доходят, чтобы деньги были использованы именно для благосостояния нас с вами, для всех наших россиян, мы здесь и находимся. С начала года в Якутии произведено более 24 тысяч тонн молока, что составляет 31% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 1500 тонн больше. Всего в 2019-м планируют заготовить более 70 тысяч тонн. Республикой на эти цели было выделено порядка 2,7 миллиарда рублей. На сегодня хозяйствам в целом оказана поддержка в объеме почти 2 миллиардов, что составляет 70% от общего объема средств.
По сравнению с аналогичным показателем прошлого года, мы идем с опережением графика на 1500 тонн. Это у нас в основном Хангаласский, Черепчинский районы, Амгинский район и город Якутск. Среди отстающих районов можно назвать это Учалданский район, Горный район, Сунтарский район, которые имеют небольшое отставание от графика заготовки прошлого года. Но мы считаем, что в июле месяце это все догонится, и мы по результатам года план перевыполним по заготовке молока. Впервые в Якутске провели операцию по трансплантации почки эндоскопическим малоинвазивным методом. Из Москвы прибыл доктор медицинских наук, профессор Первого Московского медицинского института Эдуард Галямов. Он провел мастер-класс среди специалистов Республиканской больницы номер 1. Практику с операционной смогли наблюдать со всего мира через прямое включение. Сейчас происходит операция донорская нефроктомия. Суть операции – родственник жертвует почку для своего близкого человека. Можно сделать это большим разрезом операцию, можно сделать лапароскопически из небольшого доступа, извлечь почку. Просто смысл этой операции – деликатная работа. Нельзя навредить этой почке, нужно отдать хороший, годный орган. И нельзя навредить донору, поэтому такая она кропотливая, деликатная операция. Мы, видите, не торопимся никуда. Это не ралли, это хирургия, которая требует нежных, точных, спокойных движений. В Алмаз-Дортрансе будут следить за состоянием водителей с помощью специализированной системы. По статистике, каждое 5-е ДТП происходит по вине водителей, заснувших или испытывающих сонливость. Чтобы решить эту проблему, разработана система контроля усталости водителя. Какие результаты получили специалисты, расскажет наш коллега Вячеслав Пилипенко. Водители. Ежедневно у них за спиной остаются сотни километров. Все внимание приковано к дороге и приборам автомобилей. Те, кто хоть раз вел многотонную машину несколько часов, знают, усталость иногда берет вверх. В среднем каждое 5-е ДТП происходит по вине засыпающих водителей. В Алмаз-Дортрансе знают, как решить эту проблему и свести к минимуму риски. В автомобиле установят специальные приборы. Прибор устанавливается в районе, на уровне глаз. Прибор считывает его зрачок, куда водитель смотрит. Прибор подключается к прикуривателю автомобильному. Все время движения водителя, если отвлекается от дороги, прибор начинает его информировать. Это система слежения за усталостью Dunobil Insomnia. Внешне напоминает навигатор. Как только датчики фиксируют отвлечение внимания водителя от дороги, срабатывает сигнал. Иногда слишком часто. На этапе тестирования специалисты пришли к выводу, что система не перестает будить водителя при активном маневрировании, отвлечению на приборы или езде в солнцезащитных очках. Это раздражает тех, кто уже выезжал в рейс с новым помощником, но зато гарантирует безопасность. Водитель перестает более часто отвлекаться от дороги и двигаться уже согласно тому, что как и водитель должен работать. Многих водителей начинает это раздражать, в том плане, что они очень часто отвлекаются, но тем самым, если рассчитать среднюю скорость 60 км в час, если водитель отвлекся на 2-3 секунды, у него расстояние от того момента, как он отвлекся, буквально метров 70-80 получается. То есть за такое, казалось бы, вроде небольшое расстояние, но может многое случиться. Система уже прошла апробацию и будет установлена на 167 автомобилях Алмаз-Дортранса. Удовольствие недешевое, стоимость оборудования более 730 тысяч рублей. Но какими бы ни были затраты, жизнь и здоровье водителей дороже. Вячеслав Пилипенко, Олеся Васева, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». А в столице региона продолжает свою работу форум языков коренных народов Севера «Наследники традиций». Сегодня свыше 200 человек участвовали в конкурсной программе по вокалу, хореографии, театрализованных композициях КНС и якутского народа. Напомню, что Ассамблеей ООН этот год объявлен годом языков коренных малочисленных народов. Здесь мы пытаемся вспомнить, показать, отобразить эпос коренных народов Севера, декоративно-прикладное искусство, то, что без этого же тоже невозможно судить или оценивать культуру коренных народов, и национальные игры. Дело в том, что жизнь, воспитание молодого поколения у северян, оно взаимосвязано со всей, с трудовой деятельностью и со всем образом жизни.
А другое мероприятие – всероссийская выставка «Смотр. Салют Победы» открылась в музейном комплексе «Россия. Моя история» в Якутске. Там представлены работы художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства дальневосточного региона. Это изделия из кожи, меха, картины, панно и композиции на военную тему. Среди участников – представители Камчатского, Забайкальского краев, Якутии и не только. К слову, из всех субъектов России в Якутии провели первую выставку. Позже межрегиональные этапы пройдут в Красноярске, Симферополе, Екатеринбурге и Твери. Эти работы здесь будут выставлены на суд наших зрителей, на суд жюри. Победители продолжат покорять сердца уже поклонников по всей нашей стране. И в августе 2020 года такая всероссийская выставка будет организована на Манежной площади в Москве. Я думаю, что мы будем там представлять тоже свое видение, свой взгляд на мир. Между тем, в Алекминском районе установили главное Сергея Сехолонхо, который состоится в 2020 году. Еще в марте для этого было подготовлено дерево, приблизительный вес которого 2 тонны. И вот теперь коновяз ждет своего часа. За ходом работ наблюдала Елена Фаст. В местности Аньях-Хачато кипит работа. Практически готовы трибуны. Сейчас идет строительство урасы, каждая из которых отведена для организации или предприятия. Кипит работа и на обрядовой площадке. Буквально недавно установлен один из важных символов эсэх – главное СРГ. В соответствии с традициями в момент установки был проведен небольшой обряд. Это очень огромное значение имеет для нашей национальности, для якутов. И когда обряд идет, женщины не должны подходить. Вообще, это ни в коем случае нельзя. Кстати, это СРГ полностью дает значение и представление о крае и районе. СРГ ценится не по высоте, а по толщине. Чем толще, тем богаче. 4 головы лошадей на самом верху говорит, что в Алекминске будет в 4 раза больше достижений и прибавления. С самого верха и до низа СРГ украшена резьбой. Вся работа была проведена мастером из Таты Василием Яроевым, студия «Дизайн Уран». Полностью картину можно будет увидеть в следующем году, а уже через несколько дней здесь впервые проведут районный эсэх. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. На этом у нас пока вся информация. До встречи в следующем часе на Якутия 24.